День за днем наши корреспонденты следят за развитием событий. Сегодня мы подведем информационные итоги, покажем и расскажем, какой мы увидели эту неделю. Это «Якутия. День за днем», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сложная обстановка с природными пожарами сохраняется в регионе. Айсен Николаев отправляется в районы, общается с лесопожарными и местными жителями. Какие трудности встречают на пути борцы с огнем? Местность очень сложная, торфяная, болотистая, мари много, леса густой. Лесные пожары не должны превратиться в ежегодную проблему. Предложено создать в Якутии единый лесопожарный центр. Он поможет бороться с огненной стихией в самых отдаленных и труднодоступных лесах республики, каким бы ни оказалось очередное лето. С такой неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны. И главное, конечно, люди страдают, это очевидно. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей всегда провоцируют природные пожары. И в этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще. Несмотря на дым и мошкару, аномальная жара вынуждает якутян все чаще выбираться на пляжи и водоемы, не предусмотренные для купания. Чем может обернуться желание нырнуть поглубже? Тяжелые последствия от этого, конечно, это гипоксическая энцефалопатия, когда мозг уже пострадал от гипоксии. И, конечно, это уже нейрохирургическое осложнение. Вернуться домой возможность есть, даже когда кажется, что все уже потеряно. Бездомным в Якутске помогают найти путь к дому, было бы желание. Как общество его воспримет, так человек и себя поведет. Вот этот барьер человек не может пройти, потому что общество не принимает человека. Отличный способ отдохнуть от городской суеты. Якутский ботанический сад вот уже более полувека радует жителей и гостей столицы. Главная жемчужина летнего сезона – лилейный цветник. Изысканная оранжевая лилия. Такой сорт не встретишь в цветочном магазине. Он называется «Рысь», и увидеть его можно только в Якутском ботаническом саду. Сложная обстановка с лесными пожарами в регионе сохраняется. Если в горном районе крупный пожар на этой неделе удалось локализовать, то этого не скажешь о Кобейском Улусе. Район посетил глава Якутии Айсен Николаев и объявил, что туда направят дополнительные силы на борьбу с огнем. Непростая ситуация складывается на территории Ситинского наслега, о работе главы в Кобейском районе и о лесопожарной обстановке в целом. Юрий Осипов. Село Ситя в Кобяйском районе, население меньше 500 человек, и большинство из них сейчас в лесу борются с огнем. В целом по району на сегодня действует 8 лесных пожаров, и 5 из них именно здесь. Помимо этого сюда перешел огонь из горного района. Как сообщил глава региона Айсен Николаев, лесопожарная обстановка в районе одна из самых сложных в республике. У нас, значит, соединились два пожара, 47-й, 48-й и 29-й с горного района. Вот, и Подкова сейчас дугообразной формой и идет в сторону поселка. Сейчас принимаем превентивные мероприятия и вот делаем полосу через поля до естественных водоемов. Здесь на тушении пожаров задействованы 45 человек. В их числе местные жители, сотрудники авиалесохраны, Якутлесресурса, а также пожарные десантники из Федерального резерва. В основном мы занимаемся защитой населенных пунктов, приближенных, тушим лесные пожары, приближенных к населенным пунктам. И ситуация, как мы видим, изо дня в день улучшается, но в связи с тем, что мы встречные отжиги в основном делаем в этих же районах, дым от них на населенные пункты, конечно же, идет. И время от времени дым появляется и в городе Якутске. Влад со своей группой приехали из Амурской области и находятся здесь уже порядка 2 месяцев. Вместе с ними прибыли пожарные из Тюменской области. Говорит, что ситуация под контролем и ощутима помощь местных жителей. Но все равно людей не хватает. Защищаем населенные пункты от подходящих пожаров. Местность очень сложная, торфяная, болотистая, мари много, лес он густой. Минполосу делает, опашку
трактор, то есть минерализованную полосу, от которой будет контролируемый отжиг проводиться в сторону пожара. Встречный пал, который встретится уже непосредственно с пожаром, дабы его забить и прекратить в корне, чтобы не пошел в сторону деревни. Работу огнеборцев усложняет труднодоступность местности. Это создает проблемы не только людям, но и технике, которая задействована в тушении. В ближайшие недели в Кобяйском районе планируется усиление лесопожарных формирований. Помимо людей сюда будет направлена и вездеходная техника, чтобы обеспечить доступ даже в самые труднопроходимые места. Здесь крайне труднодоступные места, вообще отсутствует любая транспортная проходимость. И вот пожары, которые возникли за последние недели, из-за сухих гроз они разрослись. Большие пожары тоже, которые в том числе пришли из горного района, которые здесь уже начали действовать, они соединились. И здесь, конечно, очень труднодоступной местности действуют большие пожары. Так, наиболее сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Горном, Верхневилюйском и Кобяйском районах. По сообщению авиалесохраны, сегодня в республике на охраняемой зоне действует 58 лесных пожаров. На общей площади более 500 тысяч гектаров. Со стихией борются порядка 2000 человек. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Страдает не только лес, последствия идущего пламени вдыхают якутяне, причем живущие в достаточной отдаленности от пожаров. Мирный задыхается от возгораний в соседнем Сунтарском улусе. На территории самого Мирнинского района также действуют 4 очага. Из-за дыма и плохой видимости, кстати, авиация МЧС и Минобороны их потушить не может. А в столицу региона и центрально-заречную группу районов, как говорят в гидрометцентре, смог затягивает в зависимости от направления ветра и воздушных масс. К концу этой недели Якутск снова накрыл смог, и по прогнозам синоптиков, дым с попеременным успехом будет держаться вплоть до следующей пятницы. С сегодняшнего дня у нас поменялась форма циркуляции. Мы попали опять под влияние западной воздушной массы. Ветер у Земли поменялся с северо-восточного на северо-западный. И поэтому как раз из районов, где очень задымлено, где много пожаров, это Вилюйская группа, Горный район. В течение ближайшей недели до пятницы с небольшими улучшениями, но задымленность будет сохраняться. Вот. И только к пятнице, к 6 августа, мы опять попадаем под влияние северо-восточной воздушной массы. И будем ожидать очищения воздуха. Горит тайга, страдают от дыма многие якутяне. Лесные пожары не должны превратиться в ежегодную проблему. Напротив, ее нужно решить так, чтобы в будущем сохранить нашу тайгу и чтобы люди перестали задыхаться от дыма. Для этого руководитель региона Айсен Николаев предложил создать в Якутии единый лесопожарный центр. Подобный уже есть в Красноярском крае. Новая структура поможет бороться с огненной стихией, в том числе в самых отдаленных и труднодоступных лесах республики. О возможности создания такого центра и что это даст не только нашему региону, но и всей стране в целом. Дмитрий Тымыров. На территории республики из 255 миллионов гектар земель лесного фонда, это огромная величина, 90% расположено в зоне авиационной охраны лесов на очень удаленных территориях. Из них, за последние 4 года зафиксировано более 3100 пожаров. И в целях повышения эффективности охраны лесов я предлагаю создать региональный лесопожарный центр в городе Якутске, по примеру того, который сейчас создается в Красноярском крае. По мнению главы Якутии, такой центр существенно повысит уровень пожарной безопасности на всей охраняемой территории. А это 250 миллионов гектаров леса, которые можно сохранить в первую очередь с помощью авиации. Но из-за нехватки сил и средств, а также из-за отдаленности и недоступности большинства возгораний, их невозможно своевременно выявить и потом крайне сложно потушить. Вот если вам показать вот эта огромная территория, она практически, это вся зона контроля. Естественно, что для того, чтобы ее охранять, нужны большие финансовые ресурсы, численность личного состава. А также на эту территорию по аэропортам базировано нужно доставлять топливо, которое сейчас доставляется в рамках
северного завоза. И это все-таки это мероприятие дорогое. И тушить пожары, естественно, летать. Глава государства поддержал идею Айсена Николаевой и поручил федеральному центру рассмотреть данный вопрос. В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов отметил, что центр действительно необходим, но для начала нужно тщательно продумать всю логистику. Об этом он сообщил во время совещания у премьера страны Михаила Мишустина, которое состоялось на неделе в режиме ВКС. Несомненно, группировка на Дальнем Востоке необходима, но мы считаем, что надо все просчитать. Первое – это готовая инфраструктура. Второе – возможность кадрового потенциала региона для укомплектования подразделений. Третье – финансовые затраты на содержание подразделений. И четвертое – локация должна быть такой, чтобы логистика в каждом регионе была удобной. Помимо логистики встал и вопрос финансов. Здесь Айсен Николаев уверил участников совещания, что власти республики рассмотрят возможность софинансирования строительства этого центра. Я считаю, что создание такого центра на территории Якутии необходимо. При необходимости, при принятии такого решения, Михаил Владимирович, я гарантирую, что мы, конечно же, будем рассматривать вопросы софинансирования его создания, в том числе с точки зрения создания материально-технической базы. Безусловно, такие центры в целом в стране у нас нужны. Для Якутии он абсолютно нужен. В пример Айсен Николаев привел отделение авиалесоохраны, которое открылось в этом году в Батагае Верхоянского улуса. И как результат, этим летом пожаров в тех краях не наблюдается. Значит, в Батагае, вот есть Батагай, да, мы создали в этом году подразделение авиалесоохраны. Одно единственное, там 30 человек, 27 работников парашютно-десантной службы, водитель, летчик-наблюдатель и начальник отделения. В этом году они потушили один лесной пожар, занимались профилактическими работами. Эффект есть, на сегодняшний момент больше пожаров не наблюдаем. А хотя предыдущих 2-3 года на слуху был Батагай, он горел практически все лето. Действительно, эффективность такой меры подтверждает и руководители тех министерств и ведомств, которые занимаются борьбой с лесными пожарами в республике. Конечно же, что все вопросы, которые ставил Арсений Сергеевич у нас, то, что поддержано на уровне президента страны, нас очень воодушевляет. И мы надеемся, что если эта работа будет проведена, то у нас появятся дополнительные возможности, дополнительные силы, чтобы тушить лесные пожары. Создание лесопожарного центра на территории Республики Саха-Якутия в значительной степени повысит качество работы органов управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Ведь в настоящее время на территории региона ежегодно мы привлекаем дополнительные силы как федеральной лесоохраны и силы Рослесхоза, так и непосредственно Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны. Соответственно, если будет базироваться на территории нашего региона данный комплекс, то маневрирование сил и средств, которые сосредоточены будут в этом центре, будут значительно эффективнее. А чтобы максимально повысить эффективность будущего центра, необходимо тщательно рассмотреть все варианты его размещения на территории региона, чтобы центр стал максимально доступным, а его работа продуктивной. Если лесопожарный центр будет создан, здесь только надо определиться по точке базирования, где он будет находиться. В Якутске он будет находиться, может быть, в Айхале, может быть, где-то в той северной территории. Здесь нужно просто определиться с точкой базирования. И тогда уже часть территории, огромная часть территории уже будет прикрыта федеральными силами. Потому что региональный бюджет, конечно же, не сможет выполнить вот эту огромную задачу. Возможность создания подобного центра сегодня обсуждается на самом высоком уровне. Вопрос действительно очень важен для всей России, ведь Якутия по праву считается легкими нашей страны. Изберечь их дело государственной важности. Дмитрий Тымыров, Власий Сергеев, Павел Пахомов. Якутия. День за днем. Впрочем, угрозу в летнее время представляет не только огненная стихия, но и водная. Повышение уровней воды на реке Индигирке на этой неделе чуть не привело к паводку в селе Бор-Сысы в Момском районе. Уровень воды в реке не добрал всего 1 сантиметр до критической отметки в 600 сантиметров. Причиной подъема воды стали обильные осадки, вот чего точно не хватает Центральной Якутии, и бурный приток от горных ручьев. В связи с этим в селе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, подтопило участки 2 жилых домов, 3 граждан разместили у родственников. Позже, когда начался спад, они вернулись в свои дома. В Момском районе сохраняется режим повышенной готовности.
В Якутии подписан указ, согласно которому предприятия, свободные от коронавируса, будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. То есть в регионе закрываются так называемые ковид-фри зоны. По данным Управления Роспотребнадзора, ежедневно отмечается прирост новых случаев заболевания. Темп прироста за последние 7 дней составляет по сравнению с предыдущей неделей 23%. Более половины заражений приходится на Якутск. Также рост заболеваемости отмечается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном и других районах. Таким образом, на время действия указа предприятия, свободные от коронавируса, будут работать с соблюдением режима ограничительных мер. И на этой неделе в медучреждение Якутска поступили первые партии вакцины «Спутник Лайт». Новая вакцина уже доступна для жителей столицы, а в районы республики препарат доставят уже на следующей неделе. Отмечу, что «Спутник Лайт» предназначен для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее провакцинированных. Главная же отличительная особенность данного препарата – вакцина однокомпонентна. Отличается тем, что он вводится однократно, подходит для тех, кто переболел коронавирусом, и для тех, кто получил первый и второй этап 6 месяцев назад. Вакцина получена биотехнологическим путем, рекомбинантно аденовирусный вектор. Как и другие вакцины, вакцина «Спутник Лайт» все равно ставится не для всех. Прежде чем пройти вакцинацию, человек должен пройти осмотр у терапевта, заполнить тест, и после этого уже врач решает, кому ставить. Сейчас небольшая пауза. В продолжении расскажем, чем может обернуться желание окунуться в водоем, не предназначенный для купания, и какую жемчужину подготовили для посетителей в летнем ботаническом саду. Оставайтесь с нами. Это Якутия день за днем. Мы продолжаем. Несмотря на дым и мошкару, аномальная жара вынуждает якутян все чаще выбираться на пляжи и водоемы, не предусмотренные для купания. При этом желание поплавать в воде часто берет вверх над здравым смыслом, и многие забывают об элементарных правилах безопасности. О том, каким последствиям это приводит, Петр Васильев. Несмотря на всю проводимую профилактическую работу, с начала года на водных объектах республики погибли 35 человек. Из них 4 детей в возрасте до 16 лет. Только за последнюю неделю водная стихия унесла жизни 2 подростков из Сунтарского и Нюрбинского районов. Молодые люди выбрали для купания небезопасные места на реке Вилюй. Похожая статистика наблюдается и в Якутске. Несмотря на официально работающий городской пляж, соответствующий всем необходимым требованиям для безопасного пребывания на воде, все больше жителей столицы выбирают для купания небезопасные места. Пляжи островов в районе 203-го микрорайона, Дыркалаха и Петуховки. Ежегодно отдых в этих местах заканчивается трагедией. Я здесь рядом живу, и каждый год мы здесь купаемся, когда вода сходит. Когда совсем-совсем мелко, а когда здесь глубоко, естественно, мы не купаемся, потому что мы знаем, что здесь постоянно тонут. Других мест, к сожалению, я вообще не знаю. Знаю, что на 202-м купаются, но мы думаем, что там очень грязно. И вообще туда ни разу не ездили купаться. Вообще ни разу. Живем мы в пригороде. Машина есть не всегда, доехать очень далеко. И, во-вторых, там для детей очень мало развлечений и тому подобное. Район Петуховки и вовсе одно из самых излюбленных мест для несанкционированного купания. Жители столицы объясняют выбор этого места небольшой глубиной и чистыми пляжами. Однако и здесь есть свои подводные камни. Уровень дна крайне неравномерный, а вода богата различными элементами таблицы Менделеева. В нескольких метрах по течению вверх ремонтируют суда. Статистически у нас выделяется, конечно, это 203-й микрорайон и пригород города Якутска. Потому что именно на этих 2 участках они более отдаленные, можно сказать, от среды, и более большой наплыв людей находится на этих участках. И там больше всего происходит нештатных или трагических случаев. Забывают купающиеся еще об одном важном правиле. Многие заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения, чего делать категорически нельзя. Подобная беспечность и переоценка собственных сил могут обернуться, если не смертью, то попаданием в больницу. Тяжелые последствия от этого, конечно, это гипоксическая энцефалопатия, когда мозг уже пострадал от гипоксии.
И, конечно, это уже нейрохирургическое осложнение. Для профилактики несчастных случаев сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды и патрулирование водных объектов. Особое внимание уделяется появлению детей на водоемах без сопровождения взрослых. Спасатели напоминают, при нахождении в воде всегда соблюдайте меры безопасности и предосторожности. Не оставляйте детей близ водоемов без присмотра, а для купания выбирайте только проверенные места. Вода – стихия коварная, и человеческих ошибок она не прощает. Петр Васильев, Павел Пахомов, Артем Алексеев. Якутия. День за днем. Вернуться домой возможность есть, даже когда кажется, что все уже потеряно. В минувшую пятницу в столице региона провели 8-й этап благотворительной акции «Путь к дому». Специалисты ведомственных организаций совместно с уполномоченной по правам человека Сарданой Гурьевой помогают бездомным вернуться домой. Наш корреспондент Саргалана Неустроева увидела, какие они первые шаги к дому. Многие бездомные, по словам сотрудников полиции, съезжаются в Якутск. Здесь они ищут легкой наживы, ведут маргинальный образ жизни и частенько совершают преступления. По итогам 2020 года такими лицами было совершено 43 преступления. По итогам 6 месяцев 23 преступления. В основном преступления совершаются это имущественного характера. Совместными усилиями мы хотим, чтобы таких лиц у нас в республике, в столице было меньше. Для этого в 2018 году по инициативе уполномоченного по правам человека стартовала акция «Путь к дому». Реабилитировать удалось около 50 человек. Цифра, казалось бы, незначительная, но для тех, кто работает с бездомными, это большой успех. Мы с вами видим, вот если по итогам 7 акций более 640 граждан обратились, нам удалось вернуть домой около 55. И считаем, что если даже одному человеку мы помогли, это очень такой действительно нужный результат. Во многом реабилитации бездомных мешает их нежелание возвращаться к нормальному образу жизни. Это признают и психологи. В остальных случаях преграду ставит само общество. К примеру, бывших заключенных зачастую не принимают на работу. Выход для таких людей остается только один – вернуться к незаконному промыслу. Зависит от желания человека, от мотивации, от того, что если он готов, то с человеком работать легче. Как общество его воспримет, так человек и себя поведет. Вот этот барьер человек не может пройти, потому что общество не принимает человека. Между тем, во временном пункте акции работают не только психологи, полиция и аппарат омбудсмена, но и врачи. И не зря в ходе акции одной из желающих обрести дом срочно понадобилась госпитализация. Это еще раз доказывает, насколько необходима помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь же на месте трудятся и представители администрации города и правительства. Один из механизмов работы по реабилитации человека – это поиск его родственников и возвращение на малую родину. После того, как прохождение медкомиссии, осмотра, после общения с психологами, после выяснения, откуда они родом, предоставляется информация в наш департамент, и мы уже начинаем отрабатывать с землячествами, с муниципальным образованием, с главами районов, с главами наследов в части возврата их домой к нормальной жизни. В 2020 году из-за локдауна акцию пришлось приостановить. В этом же году она пройдет повторно уже 20 августа. Желающих снова обрести дом оказалось немало. В этот раз люди начали собираться еще до начала мероприятия. Не для всех путь к дому окажется тем самым переломным моментом, но специалисты проекта готовы помочь каждому, кто этого захочет. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Также в Якутске чистят и ремонтируют водосливной коллектор номер 1. Водоканал заключил договор с екатеринбургской компанией. Технология позволяет проводить работы без остановки самого коллектора. По словам специалистов, первый коллектор является центральной артерией канализации столицы. И поэтому очень важно, чтобы его работа не прерывалась. Договор с компанией заключен до 1 ноября, но, как отметили в водоканале, работы могут закончить раньше, в зависимости от погодных условий. Данный коллектор был построен в 60-е годы того столетия еще, и до сих пор не проводились ремонтно-восстановительные работы.
Эти работы проводятся для того, чтобы на будущее работал коллектор в исправном состоянии. Что такое исправное состояние? Чтобы не было подтопления канализационными водами нашего города, центра города, будем так говорить. Алдан может получить почетное звание «Город трудовой доблести». Теперь все зависит только от нас с вами. До середины августа продлится голосование. Якутия должна набрать 200 тысяч голосов. Пока что проголосовали только 6 тысяч человек. В годы Великой Отечественной и в последующем в восстановление нашей страны из руин был внесен огромный вклад в общее дело. Одни только горняки Алдана принесли в фонд обороны страны 15,5 тонн золота. Из 14 тысяч жителей Алданского района ушли и не вернулись 4,5 тысячи человек. 7 алданцев стали героями Советского Союза. Напоминаю, отдать свой голос Алдану необходимо на сайте трудовойалдан.ру. Якутский ботанический сад вот уже более полувека радует жителей и гостей столицы различными экскурсиями и прогулочными маршрутами. Это отличный способ отдохнуть от городской суеты. На территории в 15 гектаров расположились разные виды кустарников, трав, деревьев и цветов. Ну а главная жемчужина летнего сезона – лилейный цветник, спрятанный от посторонних глаз. О том, как приживаются лилии в суровых северных условиях, Надежда Саханская. Более 50 видов лилий, и каждая из них умудряется выжить в суровых якутских условиях. Но секрета здесь нет. Все дело в том, что эти лилии – азиатские гибриды. Азиатские лилии – это группа, это гибриды, сорта групп лилий, которые произрастают в Азии. Да, это очень много видов, где-то около 10 видов, и в том числе наша лилия пенсильванская. И другие виды, которые произрастают на севере, да, та же тонколистная, та же тигровая, это морозоустойчивые. Они легли в основу азиатских лилий, дав свое вот этот самый такой вот признак, как морозоустойчивость. Богатство и красота этих цветов на территории Якутии также объясняется азиатскими сортами растений. Эти гибриды неприхотливы и разнообразны по окраске. Есть сорта, которые смотрят вниз. Смотрите, вот пчелмовидные алые паруса. Да? Видите, есть вот вишенка, она вниз смотрит. Перед нами диковинная, изысканная оранжевая лилия. Такой сорт не встретишь в цветочном магазине. Он называется «Рысь», и увидеть его можно только в Якутском ботаническом саду. Сейчас в массовом цвету у нас среднего срока лилии. Это у нас получается Веринея, Находка, Волхова, Малиновый звон, Рысь, Мечта, Румяная, Саламандра, Ильза, иностранный сорт, и еще Дочь дымки. Садоводы-любители, которые и были основными гостями экскурсии, остаются в восторге и признаются, что им не помешала бы пара таких цветущих кустов на личных участках. Оказывается, есть такие сорта, которые прямо вот в Якутии, прямо удивительно, что они тут живут, проживают. С лилиями вообще у нас такая красота. Столько сортов, оказывается, мы вот узнали сегодня. И прямо так хорошо за ними ухаживают. Тут бы какие-то современные технологии бы вот вокруг что-то красивое сделать. Вообще цены бы не было. Многих дачников при выборе цветов для посадки останавливает резкий лилийный запах. Главная отличительная черта азиатских лилий – отсутствие какого-либо цветочного аромата. Потому что иностранные лилии, в основном это восточные лилии, да, орлеанские, они или же трубчатые, или еще трубчатые, да, они с сильным ароматом. Это уже другой отдел группы лилий. По классификации есть 9-10 отделов, да, из них азиатская лилия – это самая многочисленная, это самая разнообразная, это самая устойчивая группа, которая вот распространена по всему земному шару, и она из всех 10 групп занимает преобладающее количество, где-то 60-70% из всех зарегистрированных сортов – это азиатские лилии. Азиатские лилии покорили не только вечную мерзлоту, но и сердца эстетов. Полюбоваться воочию на такое изящество можно до конца августа в Якутском ботаническом саду. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск.
Такое наши корреспонденты увидели уходящую неделю. Ровно через 7 дней мы снова подведем итоги. Помните о безопасности, всего доброго и берегите себя.